как превратить свою могилу в райский сад. Этим роликом я не собираюсь напугать вас, а хочу лишь напомнить, что между смертью и воскрешением нас положат в тесную и глубокую яму в земле, в которой нам предстоит пробыть определенное время. И есть две общие вещи, касающиеся всех обитателей могил. Это испытание в могиле, то есть допрос, который устроят ангелы всем, кроме шахидов, и сжатие могилы. В хадисе сказано: в могиле есть сжатие, и если бы кто-нибудь мог спастись от него, то это был бы Саад ибн Муад. В остальном, положение людей различается. Для одних могила станет садом из райских садов, а для других – ямой из адских ям. Упаси нас Аллах от этого. Хочешь ли ты спастись от мучений в могиле? Есть 6 деяний, за которые Всевышний спасает человека от мучений в могиле. Во-первых, это вера и убежденность. В длинном хадисе от Бара бин Азиба пророк, мир ему и благословение, разъяснил, что происходит с покойным в могиле. А верующим он сказал: а затем к нему приходят 2 ангела, садятся рядом и задают ему 3 вопроса. Кто твой Господь? Какова твоя религия? Что за человек был послан к вам? Если он правильно ответит, то голос с небес возвещает: мой раб говорит правду. Расстелите для него райские красоты, оденьте его в райские одеяния и откройте для него врата в рай. Он начинает наслаждаться райским благоуханием, и его могила расширяется до просторов, которые только может объять его взор. Что касается неверующего, то он не ответит на вопросы, и тогда глас с небес возвестит: он лжет. Расстелите для него огненные ложа, откройте для него врата в ад и оденьте на него одеяние ада. Во-вторых, это истинные шахиды. Сподвижники спросили: о посланник Аллаха, почему всех верующих испытывают в могиле, а шахидов нет? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: достаточно для него в качестве испытания сверкания меча над головой. Также он сказал: шахиду Аллах даровал 6 особых свойств. Одно из них – его избавляют от мучений в могиле. В-третьих, смерть от болезней живота, как от рака кишечника, печени или поджелудочной железы, или от почечной недостаточности, цирроза печени, холеры или других болезней. Мы не желаем для себя болезней, однако, если будем испытаны, то должны проявить терпение и помнить о награде. Пророк, мир ему и благословение, сказал: кто умер от болезни живота, тот не будет наказан в могиле. В-четвертых, чтение суры Аль-Мульк, поскольку пророк, мир ему и благословение, сказал: сура Аль-Мульк является защитой от мучений могилы. Абдуллах бин Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: кто каждую ночь прочитывает «Благословен тот, в чьей руке власть», того Аллах обезопасит от могильных мук. В-пятых, поиск защиты Аллаха от могильных мук. Пророк, мир ему и благословение, учил своих сподвижников и говорил им: прибегайте к защите Аллаха от могильных мук. И они повторяли за ним: мы прибегаем к защите Аллаха от могильных мук. Также пророк, мир ему и благословение, учил сподвижников следующей мольбе, подобно тому, как учил суре из Корана. Он говорил: о Аллах, прибегаю к твоей защите от мук огня ада, от могильных мук, от смуты Даджаля и от смуты в мирской и загробной жизнях. В-шестых, избегание того, что приводит к могильным мукам. Есть 10 причин могильных мук, о которых сказано в Коране и Сунне. Во-первых, это неверие и многобожие. Всевышний Аллах сказал о фараоне и его роде: огонь, в который их ввергают утром и после полудня, а в день наступления часа подвергните род фараона самым жестоким мучениям. Ученые сказали: это огонь, в который их ввергают в могиле. Во-вторых, величайшее лицемерие. Всевышний сказал о лицемерах: среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины, есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их. Мы же знаем их и подвергнем их мучениям дважды. А затем они будут возвращены в великие мучения. Ученые сказали о словах «и подвергнем их мучениям дважды». Первый раз в этом мире, а второй раз в могиле. В-третьих и четвертых, неочищение от мочи и распространение клеветы. Пророк, мир ему и благословение, проходил мимо 2 могил и сказал: они подвергаются мучениям, и подвергаются им не за тяжкие грехи. Один из них не укрывался от мочи, а другой распространял клевету. В-пятых, незаконное присвоение военных трофеев до их распределения. В истории Мидрама, который был убит случайной стрелой во время похода на Хайбар, люди сказали:
пусть смерть его будет благом. Но пророк, мир ему и благословение, сказал: «О нет, клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, на нем горит накидка. Он ее взял из трофеев битвы при Хайбаре до того, как они были поделены». В-шестых, чрезмерное оплакивание покойного. Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Покойный подвергается мучениям из-за плача его родных над ним». Комментируя хадис, ученые сказали, что речь идет о воплях и истерике, а не об обычных слезах. Или мучения коснутся того, кто оставил завещание с просьбой оплакивать его, и оно было исполнено. Или что мучение – это состояние покойного, когда он слышит крики и вопли родных. С 7 по 10 пункт составляют грехи, о которых пророк, мир ему и благословение, сообщил из увиденного им сна, в котором он путешествовал вместе с Джибрилем. Он увидел человека, которому разбивали голову, и Джибриль объяснил, что это человек, которого Аллах научил Корану, но он отверг его и не просыпался на молитвы. Также пророк, мир ему и благословение, увидел человека, которому разрывали щеки, нос и глаза до самого затылка. Джибриль объяснил: «А тот, кого ты видел, как его рот, нос и глаза разрывали до затылка, был тем, кто утром выходил из дома и лгал, и его ложь доходила до самого горизонта». В-девятых, прелюбодеяние. Пророк, мир ему и благословение, увидел обнаженных мужчин и женщин в строении, подобному печи, и Джибриль сказал, что это прелюбодеи и прелюбодейки. В-десятых, ростовщичество. Пророк, мир ему и благословение, увидел человека, плавающего в реке, которому в рот закидывали камни. Джибриль объяснил, что это человек, занимающийся ростовщичеством. Остался один хадис, о достоверности которого есть разногласия среди ученых. Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Кто бы из мусульман не умер в пятницу или в ночь на пятницу, то Аллах спасет его от испытания в могиле». Просим Аллаха защитить нас от могильных мук и превратить наши могилы в сад из райских садов.